Зеленые человечки под прицелом, граница НАТО нарушена, и ответ будет предельно жестким. Эта страна ЕС официально объявила: никаких дискуссий больше не будет. В западной прессе обсуждают здоровье постсоветского автократа, на какие уколы подсел диктатор и кто снабжает его новыми дозами. Охота на генералов. Статистика потерь высшего офицерства шокирует даже зарубежных экспертов. Сколько российских военачальников отправились на концерт Кобзона? Ближайший союзник Кремля занялся русофобией. За решетку начали отправлять не только оппозиционеров, но и ветеранов спецопераций. Мир занят войной в Украине, а политический взрыв назревает под носом у Вашингтона. Какой регион решил пойти своим путем и кто подталкивает страну к расколу? В одной из стран Евросоюза задержали предполагаемого русского киллера. За ним числится несколько жертв. Для конспирации подозреваемый использовал очень оригинальный метод. Об этих и других событиях утро 25 декабря. И многое другое. Самые важные и срочные новости, эксклюзивные подробности. Вы смотрите информационный выпуск «Нехта». Оперативно о событиях в Украине, России, Беларуси и мире. Раньше и понятнее других. Все, что нужно знать сегодня. Эстония посылает сигнал России. В Таллине отреагировали на недавние провокации и предупреждают: в следующий раз ответ будет жестким. Министр иностранных дел страны Маргус Цахна в интервью польскому порталу Анет заявил прямо: «Мы наблюдаем за ними постоянно, имеем, в частности, много различных сообщений из Нарвы, пограничного города. Скажу прямо, если когда-то зеленые человечки пересекут нашу границу, мы их застрелим. Последствия будут именно такими. Здесь нет никакой дискуссии. Если Россия не уверена, действительно ли мы отреагируем, она может нас испытать». Неделю назад на реке Нарва российские пограничники на судне на воздушной подушке фактически пересекли линию границы. Камеры зафиксировали, как трое мужчин в форме вышли на берег у пирса, прошли по причалу уже на эстонской стороне и спокойно вернулись обратно, не дожидаясь реакции хозяев. Эстонские патрули прибыли быстро, нарушения задокументировали, Москве направили официальный запрос, а количество нарядов в районе увеличили. Но ключевое: выводы сделаны. На повторные провокации будет уже не дипломатический, а военный ответ. Кремль говорит нет, но пока неофициально. Москва отвергла мирный план из 20 пунктов, подготовленный американскими, украинскими и европейскими переговорщиками, и готовит встречные условия. Обновленный мирный план, который накануне представил Владимир Зеленский, в Кремле считают сырым. По данным Блумберга, его готовы обсуждать, но только как стартовую точку с жесткими правками со стороны Москвы. Отвергать план публично Кремль не спешит. Там не хотят злить Дональда Трампа. Дмитриев имел возможность уже доложить президенту об итогах своей поездки во всех нюансах. Среди требований Кремля – нейтральный статус Украины, гарантии, что НАТО не будет расширяться на восток, сокращение ВСУ сильнее, чем предложенные 800 тысяч, статус русского языка и четкий план снятия санкций. Территориальный вопрос тоже упирается в тупик. Киев предлагает принцип «стоим, где стоим», Москва требует выхода ВСУ из Донецкой области. США продвигают компромисс – свободную экономическую зону. Война начала проедать экономику России. Недельные расходы Кремля на агрессию в Украине превышают годовые бюджеты подавляющего большинства российских субъектов, посчитали в издании The Moscow Times. В новом году на так называемую национальную оборону заложено почти 13 триллионов рублей, почти треть всего бюджета страны, около 250 миллиардов рублей в неделю. Для сравнения, 75% регионов России за год тратят меньше. Есть территории, чьих годовых бюджетов не хватило бы даже на 3 дня войны, а в 3 регионах – Калмыкии, Ненецком округе и Еврейской автономной области – годовые расходы меньше, чем Кремль сжигает за одни сутки боевых действий. Деньги, которые могли бы пойти на школы, больницы и дороги, уходят на разрушение украинских городов. Тем временем немецкий Бильд подсчитал другие потери России, и это число высших офицеров, отправившихся на концерт Кобзону за 4 года. Оно впечатляет. С начала полномасштабного вторжения страна-агрессор потеряла от 12 до 18 генералов. Добавим, это в разы больше, чем потери советской армии за 10 лет войны в Афганистане. Там СССР оставил, по открытым данным, всего 4-5 генералов. Причем один умер по болезни. Основная волна подобных
личных потерь путинской армии пришлась на 2022-2023 годы. Высших офицеров-оккупантов украинские защитники уничтожали прямо на фронте. Первый генерал-майор Андрей Суховецкий был убит уже 28 февраля 2022 года по одной из версий снайпером. Далее прицельные удары, корректируемые со спутников. Как, например, в июле 23-го, когда ракетой был накрыт генерал-лейтенант Олег Цоков. Но охота на главарей захватчиков идет не только на фронте. Часть генералов ликвидировали в глубоком тылу с помощью взрывных устройств. И Фанил Сарваров ликвидированы прямо в Москве под носом у Кремля. В начале недели, похоже, не будет последним. Воевал за Россию в тюрьму, причем не в Украине. Белоруса, участвовавшего в агрессии, тихо отправили за решетку на родине. О Максиме Зизюльчике пишет канал «Диссидент Бай». Его передали России в рамках обмена пленными в прошлом году, а после возвращения в Беларусь сразу задержали. Суд прошел в закрытом режиме, дело засекретили. Итог – 10 лет колоний по статьям о наемничестве и измене государству. Зизюльчика отправили в исправительную колонию на малой родине Лукашенко, в Шклове. Ветераны России уже просят диктатора о помиловании, называя заключенного добровольцем СВО и вспоминая его медаль за отвагу. Посольство РФ разводят руками. Зизюльчик – гражданин Беларуси. На словах Лукашенко верный союзник Кремля. Играет ли он в этом случае против Путина? Скорее всего, просто за себя. Диктатор опасается любых неподконтрольных себе людей, умеющих обращаться с оружием. Режим зачищает их системно, независимо от их взглядов. Вот мы не придали гласности трехдневной давности задержания мерзавца там. Ну, как мы его БЧБшника называли, ликвидирован, но ранил 3 наших ребят. В российском Саратове вспыхнул пожар. В районе нефтеперерабатывающего завода над промышленной зоной поднялся густой столб дыма. Его видно из разных частей города. Толян, видал, что у нас творится? Видео и фото публикуют очевидцы в соцсетях и местных пабликах. Официальных комментариев нет. Причины возгорания неизвестны. Как говорил герой одного фильма, мафия бессмертна, а мы добавим русская мафия в частности. В пригороде Афин полиция задержала 35-летнего уроженца России по прозвищу Эдик, подозреваемого в серии громких убийств лидеров греческой оргпреступности. Предполагаемого киллера нашли в роскошном доме в Каливии. При обыске пистолет с магазином, поддельные документы, чужая банковская карта, 5 телефонов и наличные. Человек жил в подполье, но явно не в бедности. По данным полиции, задержанный киллер русскоязычной мафии, участвовавший в войне за контроль над контрабандой сигарет и топлива. Его связывают как минимум с 4 убийствами мафиозных боссов в последние годы. Ранее он был заочно приговорен к 35 годам тюрьмы. Интересный факт: в целях маскировки подозреваемый не только менял места проживания, но и сбросил около 30 килограммов. Следователи уверены, он готовил новое покушение. Сейчас проверяют его связи, оружие и возможных сообщников и пытаются понять, кто же был новой целью. И в продолжение рассказ о еще одном, более известном преступнике, который тоже сел на диету. Кто знает, может и он готовится податься в бега. Речь об известном контрабандисте, а по совместительству диктаторе Беларуси. Погода у нас совсем отвратительная. Как пишет The Wall Street Journal, во время недавнего визита в Минск спецпосланник президента США поделился с Александром Лукашенко секретом своего похудения. Джон Коул не только рассказал об одном эффективном инъекционном препарате, но и организовал его доставку белорусскому диктатору. Это как нельзя в стиле Трампа. Наплевать, с кем вы разговариваете. Если этот человек может дать вам то, что вы хотите, это единственное, что имеет значение. В этот раз от тирана добились освобождения 123 политзаключенных, а главное, о чем мечтают в Белом доме, перетянуть Лукашенко на свою сторону в играх с Кремлем. В конечном итоге Путин окажется в ситуации, когда ему придется принять очень трудное решение. Важно, чтобы человек, которого он знает лучше всего и которому доверяет больше всего, высказывался о сделке в положительном ключе. Как думаете, продаст Лукашенко своего московского хозяина за уколы для похудения? И, кстати, заметили ли вы хоть какой-нибудь эффект от этого заморского лекарства? Делитесь в комментариях.
Референдум по выходу региона из состава страны. Сценарий знакомый нам по постсоветскому пространству, но на этот раз такая инициатива появилась за океаном, почти под носом у Дональда Трампа. Одна из провинций Канады хочет уйти в отдельное плавание. Избирательная комиссия Альберты уже одобрила инициативу по проведению референдума. Группа теперь должна в течение 4 месяцев собрать 178 тысяч подписей. Вопрос один: должна ли Альберта стать независимым государством? Богатая нефтью провинция является важным регионом Канады, и ее возможный выход может вызвать серьезные политические и экономические последствия. Золото впервые в истории пробило отметку в $4500 за унцию, а другие драгоценные металлы синхронно обновили многолетние и абсолютные рекорды. Серебро взлетело почти до $73, платина почти до 2380. Причина проста и тревожна. Деньги ищут убежище. Инвесторы массово страхуются от геополитики, торговых войн и деглобализации. По словам аналитиков, драгоценные металлы все чаще воспринимаются как нейтральный актив без суверенного риска, особенно на фоне напряжения между США и Китаем. Для понимания масштаба, с начала года золото уже подорожало более чем на 70%, а серебро свыше чем на 150%. Таких скачков рынок не видел с конца 70-х годов. Ближайшего сотрудника Путина Дмитрия Пескова снова поймали на лицемерии. Пресс-секретарь Кремля еще 2 года назад, говоривший о том, что чиновникам президентской администрации запрещают пользоваться западными смартфонами, сам приобрел новенький iPhone 17. На эту оранжевую обновку обратил внимание канал ЧТД. Но есть у Пескова слабости. Любит он говорить неправду и любит красивые гаджеты. Хотя с часами за сотни тысяч долларов, которые ему якобы подарила Навка, и Теслой, которую ему якобы одалживал сын, 17-й iPhone все-таки не сравнить. Отдельное спасибо, что досмотрели до конца. Спасибо за ваше доверие. Жду развернутых комментариев, лайков и репостов. Это важно, чтобы нас становилось больше. На этом пока все. До новых встреч и хороших вам новостей.